Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Новостей много разных. Нашего Егорку сняли с рейса. Перегруз. Без комментариев. Дема в клинике. Пребывание там стоит 2500 рублей за день. Пришли результаты обследования и смета на предстоящую операцию. В одном из семенников обнаружена опухоль. Нужно обследование и гистология. Вот то, чего я боялась, что обнаружатся новые проблемы. Но мы спасли Демушку с вашей помощью в Якутске и, надеюсь, спасем и в Москве. Он хороший парень, очень терпеливый, умный, понимает, что ему хотят помочь. Наша бедолага, порванная сородичами, забрана на передержку. Назвали ее Дана. Ничего обнадеживающего сказать не могу. Велика опасность сепсиса. Помните Гамлета? Пока обрабатывают страшную рану и ставят антибиотики. Воротник-то не носите? Ну, первым делом воротник, разумеется, безусловно. Чтоб не трогало. Чтобы не трогало. Вот это самое главное, наверное, даже. Ношение воротника. Вот тут. Если вы сейчас воротник оденете, да? Тут собака будет себя не трогать. Ну, разлизывать не будет. Возможно, опарыши налетят. Ну, мухи. За этим строго следите, чтобы там ничего такого не было. Сейчас, походу, она лежит. Из этого раньше всегда. Чистоте держать. Хорошо. Все. Прости. Хвост оторван под самый корень. Предполагаю, что хвост надо купировать как-то. А это снова операция. Сможет ли хирург это сделать? Конечно же, срочно ищем Даночки пассажира. Каждый день это риск. Дане нужна клиника и наблюдение врачей. А также чистота, стационар и чистая пеленка. Ну вот, она в будке сидит. Иди сюда, моя, иди. Иди, моя девочка. Вот так вот. Так, тут посмотрим. Кушай. Лучше хвостик стал. Сейчас обработаем. Да? Скажи, обработаем сейчас. Нет. Да? Скажи. Все мне скажи хорошо. Да? Все хорошо. Маленькую. Воротник, скажу, мне тут мешает. Хвостик получше стал сегодня. Не достанешь ты его в воротнике, не достанешь. Да. Нельзя тебе его доставать. Надо сейчас обработать. И хорошо будет. Да?
Ага. С воротником, конечно, неудобно. Прилетела кошачья стая. Это британец, спасенный от усыпления. Это 4 малышки с улицы, спасенные в дождь, выкинутые от домашней кошки добрыми хозяевами. И черная Тося с тяжелой судьбой. Малышей взяли на передержку на очень короткое время. И снова прошу вашей помощи. Помогите найти им дом. Пожалуйста, разберите котят по одному. У черной кошечки Тоси совсем печальная судьба. Хозяйка, что спасла ее с отмороженными ушами, умерла. Муж беспробудно пил, не кормил кошек и никого не пускал в квартиру. Когда и он умер, то полуживых кошек оставалось только усыпить. Одна только Тося спряталась в диван, и через какое-то время ее заметила родственница умершей женщины, пожалела и забрала на пристройство. Вот так, вот кошки приехали. Вот Тося. Они хоть добрые руки-то попадут? Котята. Сейчас их надо осмотреть, вылечить. Нет, ну потом, после Конечно, осмотра, конечно. остальное, А вы увидите это, вам отчитаются. Да нет, сильно не надо куда-то. А вас как зовут? Татьяна. Спасибо Татьяне, вот заставила и не хотела отдавать так. Вот так вот. Первый раз в жизни повезло вот так. Спасибо ей большое за заботу. Чтобы поставить прививки котятам, пришлось сдать анализы. Ждем результат. Так. Нет, они уже не были. Он кастрирован, нет? Тося спрятала. Тося. Встретить всех кошек, развести под разным передержкам, купить всем корм, лотки, наполнитель. Все требует денег. Друзья, я прошу вас о помощи. Пожалуйста, помогите якутским кошкам как-то продержаться до пристройства. Красота. Ну покажись. Да везде запахи-то другие. А потом, может быть, он еще запах собаки чувствует. Друзья, этого котейку могут взять в Тверь. Пока есть такая возможность, надо отправлять. Зоотакси гнать слишком дорого. Кто из вас, ваших знакомых, может помочь с перевозкой котейки? Откликнитесь, пожалуйста. Времени у нас одни сутки. Вместе с котиком-британцем, который уже спасен и вывезен, надо спасать и хаски из той же семьи, тоже от усыпления. Вот так решаются проблемы ненужных животных в Якутске. Я надеюсь, что для хаски вскоре найду семью, но мне надо оплатить ее перелет и первое время на передержке. Друзья, как вы видите, спасение продолжается. Спасаем тяжелых, спасаем смертников, даем шанс выжить. Без вашей помощи это невозможно. С каждым днем все труднее оплачивать услуги в Якутске, дорогу и клиники. Пожалуйста, помогайте. Очень вас прошу, кто сколько может. Они хотят жить.